любую картину. Меня слышно? Слышно, да. Ага. Всем привет! Сегодня 19 марта, и мы будем писать картину на тему анималистики. Кто есть в группе или в чате, вам отправили фотографии именно лошади. Можете либо скачать с интернета любую лошадь, или можете у нас взять. И у нас здесь несколько выборов есть, да? На картинке у нас вот эта лошадь. Но можно не обязательно эту лошадь писать. Вот. Интересная, да? Такая лохматая грива. Можно выбрать вот эту картинку, очень нравится. Ой, так, давайте я буду рисовать вот эту картину. А вы можете выбрать либо эту, либо любую другую. Якутскую может, да? Это якутская лошадь. Просто это летняя фотография. И крупные, и волосатые лошадь, осенние фотографии. Это все наши якутские лошади. А вот это якутская, да, темная, да? Вот это якутская лошадь. Это летом. А вы какую хотите, чтобы я написала, показывала? Вот эту или вот эту? Ну, может, эту. Которая смотрит направо, да? Я хочу этот нарисовать, например. Вот этот, да? Да, мне вот этот больше понравился. Он как-то более такого вида. Ну, ближе ко мне. Хорошо. Будем именно писать эту лошадь. Для того, чтобы написать, понадобятся такие материалы, как мастихины. Мастихины у нас бывают разных видов, да? Вот такой мастихин называется рыбка. Это обычный мастихин, но закругленный. Это тоже такой простой, только угловатый. Есть разные мастихины, но какой есть, такой можем использовать. Но главное, чтобы не такой острый, чтобы можно пораниться, если там острый угол. Но он все эти углы, они закругленные. Также масло льняное подготовить. У кого, ребята, краски именно масляные, то берем масло льняное, либо если у вас льняного нет, можете использовать масло растительное. Вот. Можете также... Здесь я набрала несколько красок. У меня лошадь не будет коричневого цвета. У нас интерьерная картина, и мы можем любого цвета сделать. Ну, конечно, можно еще немножко где-то коричневый добавить, да? Фон у нас тоже для интерьерной картины я выберу темный фон, чтобы наша лошадь как бы ближе была, да? Если, ребята, у вас акрил, тогда берете воду и надавливаете побольше красок, да? Также можно акриловыми красками писать. Обязательно подготовьте кисти. Можно большие и средние. Если у вас формат меньше моего холста, у вас может быть формат А3, А4. Здесь у меня 40×50. Поэтому я беру кисти побольше. Кисти у меня синтетические. И карандаш. Но если у вас карандаша нет, можно просто взять краску любого цвета и просто начать отмечать. Вот я смешала, просто черный цвет взяла. И можно примерно от большого начать, да, большие объемы делать. Прорисовываем, все это примерно делается. Лицо отметили. Где-то здесь у нас. Вот эту часть нужно так взять, померить. Здесь получается, можно вот так высоту посмотреть, или вот так. И
примерно вот эта ширина будет, да? Так как у меня картина большая. Ага. Даже немножко здесь будет. Это вы маслом уже рисуете, да? Да, а можете вы карандашом делать. Просто я показала, если у вас нет карандаша, вы можете просто маслом отмечать. Так. Карандашом видно, да, идет слишком темно. Давайте я краской буду показывать. А тут примерно от большего уже иду к меньшему. Немножко подчеркиваю, отмечаю ноздри примерно. Немножко от своей картины нужно отводить, чтобы размеры смотреть, да? Примерно глаза здесь будут находиться, второй глаз здесь. И наши уши. Немножко острые и длинные, да? Все время исправляем. Каждый раз, вот, допустим, я допустила до этого много ошибок. Каждый раз я начинаю еще сильнее уточнять. Здесь у нас ушко. Это уже темное пятно вставила примерно. Вы пока можете только карандашом отмечать. Можете тоже опять же померить. Вот эта ширина будет где-то до сюда, над глазницами. Вот где-то здесь, да, когда мы отмечаем эту часть и смотрим сюда. Вот эта часть сильно широкая стала, да, когда я начинаю уменьшать вот эту часть. Также высоту надо померить. Ага. Эта часть половина этого будет. Так. Часть половина ушей. Угу. Даже если немножко где-то будет ошибка, масло очень легко исправить. Так как здесь перспектива, лицо лошади находится ближе к нам, поэтому вот это туловище у нас будет поменьше. Вот. А волосы, ребята, можете сами сфантазировать. Не обязательно такие короткие. Можно сделать немножко такие, немножко волнистые, или вверх смотрят. Да? Очень пышную гриву можно сделать. Вот так красиво будет. Можете прибавить. У меня будет грива где-то так ветром вверх смотрит. То есть в сторону. И очень густо сделаю. Так, здесь у нас тоже надо посмотреть, как будет шея располагаться. Примерно так. Даже будет вот так. Это мы примерно отмечаем. Здесь надо. Вот эта часть совсем маленькая будет. Это получается половина этого. Если посмотреть, да? Здесь плечо. И получается даже меньше, если посмотреть, да? Так, вот эта часть даже поменьше будет. Угу. Может, глаза поменьше сделать. Да, надо глаза поменьше сделать. То есть подальше, скорее всего. Конечно, можно здесь волосы добавить, но мне не хочется сюда волосы добавлять.
Вы тоже можете сами синтезировать, а можете прямо копию сделать. Примерно будет так. Тут можно тоже вот эти извиняюсь. Ну ладно. Так. Вот здесь у нас тоже тени будут. Это ухо немножко в ту сторону смотрит, да? Ребята, кто хочет светлое небо нарисовать, можете взять ультрамарин, белила и немножко голубой цвет. Смешав, вы получите небесный. И начинаете сверху немножко, либо если вы облака рисуете, пишете, то нужно много таких ультрамариновых цветов использовать. Но можете просто сделать синий-голубой с белым фон. У меня фон будет черного цвета фон. Немножко серовизной будет. Я немножко окунула кисть черную краску. Немножко я добавила белила, потому что, конечно, где-то хочется немножко посильнее, да? Я немножко сейчас бегаю за маслом, у меня масло заканчивается. Ребята, от большого к меньшему. То есть сперва начинайте с овала, да? Даже про это не рассказала. Так быстренько прошлась. Можете здесь сделать округление в этой области, ребята. Вот тут немножко округлить. И немножко начинать соединять линиями, да? Вот эта часть щеки будет больше. Здесь очень много жевательных мышц, да? Черепо лошади именно такой, но все это, как бы сказать, удлиненная морда получается, да? Ноздри большими надо сделать, да? Все это именно как бы примерно бросает. Вот, уши, конечно, будут размером. Так. Пишет в группе, примите, пожалуйста, запрос. Кто-то хочет зайти. Вот. И обязательно нужно от картины отходить, потому что если вы сильно близко сидите, вы можете не заметить, что пропорции могут быть неправильными. Из-за того, что тело у нас уменьшается, потому что когда фотограф фотографирует лошадь, морда находится к фотоаппарату, к ленте очень близко. И получается, что это так закругляется, и туловище становится меньше, да? Еще уходит перспектива. Поэтому, конечно, можете не сильно вот так уменьшать, можете немножко вниз опустить и пошире сделать. Если хотите, можете, конечно, как в фотоаппарате сделать. Вот эту часть меньше туловища, да? Вот. Сейчас. Так, продолжаем. И старайтесь, ребята, всегда выбирать картину большего размера, потому что когда вы пишете в маленьком формате, у вас сложнее будет, потому что эти детали... Мне это обычно от косметики упаковка, оказывается, там дырочки, масло вниз идет.
Так, сейчас ошибочка. Мгм. Так, здесь у нас получается, у кого, ребята, коричневый цвет берете умбурженную. У кого, ну, цвет вы можете сами подбирать, но кто именно вот эту картину рисует, берите туда умбурженную, черный цвет, ультрамарин, краплак, либо красный, и белый цвет. И можете сине-желтую, умбурженную добавить, желтый или оранжевый. Я, оказывается, вам не сказала. Извиняюсь. У кого будет такая интерьерная картина, именно таких, ну, мало, если будете мало оттенков использовать, можете взять такой основной цвет, это черный, белый, краплак красный, ультрамарин, и можно либо розовый положить, либо желтый с красным. Я взяла белила и черный цвет и начинаю наш фон затемнять. Конечно, у меня фон не будет таким черным, но где-то я буду использовать черный цвет. Здесь у меня такой темно-серый. Или вот, можно кистью пройтись, можно взять мастихин. Вот такие мастихины, они продаются. Раньше продавались в акварель-центре или в Билмарте. Раньше они 140 стоили. Но когда было время, когда нас не продавали, заказывали за 2500 с Москвы. А сейчас уже очень доступно. Ну, не знаю, цена это 2 года назад 130 рублей было. Может, сейчас подороже. Вот взяли мастихин. Я за 150 купила передвижники. Где? Ну, передвижник, как называется? Вот, в московском центре, который. Поняла. Ну, название точно не помню, но там за сколько продают? Ну, 150 было. Молодцы, можете там приобретать. Вот, взяли мастихин, черную краску взяли и начинаем немножко смешивать с белым. Очень хорошо смешивать краски. Мастихин вообще очень хорошо подходит именно для смешивания красок. Вот так смешали, немножко взяли краску. Если, ребята, у вас картон, видите, по картону очень как-то ложится, да? Не очень, можно сказать. Именно нету такого, что не продавливается по холсту. Когда у нас холст на подрамнике, тогда очень хорошо краска продавливается и очень хорошо в разные стороны краску направляет. Но бывает, что мы берем очень густо краску, ну, допустим, именно вот столько, да, и нам очень легко мазочки сделать. Но такие мазочки я пока не стала бы ложить, потому что такие густые мазочки нужно в конце ложить. И продолжаем. У кого холст на подрамнике, это очень удобно. Попробуйте в следующий раз купить холст на подрамнике и попробовать мастихином. Разницу немножко заметите. У нас тут именно интерьерная живопись. Я бы сперва вам порекомендовала бы начать кистью. А потом мы будем делать детали. Ну, у нас смешанная техника, поэтому будем в конце мастихин использовать.
Нам нужно очень быстро сделать наш подмалевок. По мере необходимости мы будем осветлять наш фон. Почему именно такая темная, да? Именно на темном светлое очень хорошо смотрится. Ну, это может быть что угодно, да? Даже цветы. Немножко волосы убрала, потому что буду... Сильно густо тоже темную краску нельзя ложить. Масло, именно если вы пишете масло, у вас темной краской тонко должно ложиться. Да? Избавились от белого холста, который нам мешает нашему глазу. Некоторые художники на стихи нам убирают лишнюю краску. Вот так можете убрать лишнюю краску. Конечно, сегодня мы тоже не будем использовать водитель. Здесь тоже надо быстренько. Здесь. Вот. Теперь видно. Но, конечно, очень плоско, да? Теперь я беру кисть поменьше, потому что для фона мы использовали большую кисть. Далее. Нам подойдет кисть поменьше. Конечно, для меня это не такая большая кисть, по сравнению с этой кистью, да? Если у вас формат поменьше, то вы берете где-то такую кисть поменьше, да? Допустим, если это у вас формат А3. И каждый раз, когда мы делаем вот эти уточнения, тем вот эти детальные прорисовываем, тем наша кисть становится размером меньше. Вот до нулевого. Ну, конечно, это единица. У вас может быть нулевки 3 нуля. Так, далее. Далее я продолжаю именно этой темной краской пользоваться. Можно, конечно, немножко посветлее сделать. Я сюда добавила ультрамарин. Мы сегодня тоже фантазируем. У нас лошадь считается... считают, что лошадь это священное животное. Вот. Ну, почему-то мы Так, это у нас такой индиго цвет, даже не индиго, а немножко сероватый, с синевесной, да? То есть я сюда добавила ультрамарин, белила и немножко черного. Ну, немножко вот такой синевато-серый. Прохожусь именно по теням, ребята. Вот видите, вот эти теневые нужно пройтись. Где-то, конечно, там у вас может быть коричневый цвет. У меня будет лошадь немножко с розовинкой, серовесной и с белилами. То есть у меня, возможно, белая лошадь будет, или может быть яблочная, да, с серыми яблочками. Вот, тоже будем дальше смотреть, что-то добавлять, что-то убирать. То есть мы в процессе, у нас идет вот эта задумка, да? А те, кто именно такую лошадь пишет, именно каштанового коричневого цвета, здесь у вас начинается не с черного цвета, у вас будет умбра жженая. Умбра жженая немножко с черной краской, больше умбра жженая, и туда чуть-чуть черного добавлять. Тогда у вас темно-коричневая умбра ленинградская будет. И начинаете с темных теней начинать. Вот эти. Можно глаз полностью прорисовать темным,
а далее будем осветлять. То есть темный цвет нужно вначале ложить, именно когда пишем масло. И темные краски не должны быть тонким слоем. Где-то у меня немножко и черненький пошел, потому что я немножко убрала серовизну, немножко еще начинает затемнять. Местами немножко синевеет. Вообще интерьерная картина на самом деле более легкая должна быть. Поэтому мы все равно вначале нас как бы подмалевка, а потом мы уже ближе к этому, к уточнению уже начнем смотреть и будем более легкую картину делать. Вот картины именно серого цвета, белого, такие картины сочетаются очень хорошо в интерьере. Очень любят именно такие картины, но можно и как такие копии делать, реалистичные картины. Реалистичные картины с фотографией рисовать для начала, конечно, сложно, потому что лучше с натуры копию делать, да, когда все движется. Но с фотографией для новичков, конечно, это сложно. Далее у нас фон черный, и здесь переход у нас на такой границе перехода вот этого, да, от туловища к фону не такая четкая. Здесь немножко мутно у нас должно быть. Нигде четко не прорисовываем. То есть не пишем. Вот. Здесь у нас немножко я взяла такой серый цвет. У вас уже будет, смотрите, ближе к носу, да, к лицу, к морде, у лошади такие красноватые цвета есть. Тогда сюда, ребята, красный добавляете, немножко где-то синевит, значит, надо ультрамарина добавить. Или можете все это прошлись темными оттенками, да, коричневыми, да, серыми, черными. Вот. Теперь вы начинаете осветлять. Здесь немножко есть белила, но пока можете вот это белила не сильно осветлять. Можете немножко светлый коричневый сделать, немножко с оранжевой и немножко поиграть цветом. А потом уже будете вот где от солнца и отражения, этот цвет потом будете прорисовывать. Сперва нужно вот здесь осветлить, немножко вот эту область носа, щеки, да. И затем уже будем немножко детализировать. Здесь у меня такой серенький цвет. Я хочу туда немножко добавить краплака. В синий я добавила краплака, немножко туда белила. Но черный цвет у меня изначально был. И получила какой-то немножко такой грязный, темный сиреневый. И начинаем где-то здесь добавлять с красненькой, с красным, да, вот я теневые прорисовываю. Тоже в интерьерной картине нету такого, что можно даже использовать не только масло, да, можно еще при высыхании уже можно еще добавить акрил, можно туда даже приклеить камушки. Можно очень много интересных этих сделать. Деталей, да? Можно где-то вот здесь украшения добавить.
Так, сейчас я начинаю осветлять. У меня до этого цвет такой темно-сиреневый был. Этот цвет я добавила белила. Больше белила и начинаю осветлять. Если вам какой-то мазочек нравится, можете этот мазочек оставить. Это мы избавляемся от белого картона. У меня здесь холст на картоне. Немножко я сюда розовинку добавила. Но все это кажется серый цвет, да? А у вас сильно темно показывает. Так. Сейчас я добавлю еще белила, потому что у меня опять же краски заканчиваются. Темных перешли. Так. Здесь у нас я беру белила, титановые. Белила титановые, ребята, у нас очень густая краска. Если у вас белила цинковые, то будет именно кроющего слоя не будет. Полупрозрачная краска будет. Поэтому, ребята, если в наборе нету белил титановых, то берете отдельно такой тюбик. Вообще белила, больше мы белила используем всегда. В масляной картине очень много белил, поэтому такие краски очень быстро заканчиваются. И я приобретаю обычно вот такие большие тюбики. Вот такие тюбики продаются. И тоже смотрите, ребята, срок хранения, потому что любые краски, они все равно долго не хранятся. Чтобы масляные краски не испортились, нужно вовремя пользоваться. Опять же начинаю осветлять. Это у меня светло-серый идет. Если краска стала такой твердой, это нужно выбрасывать. Да? Обычно акриловые краски очень быстро сохнут, поэтому лучше в течение, если купили, то в течение года нужно использовать. Ну, конечно, может 2 года будет храниться. Но если вы плохо закроете крышку, то даже за полгода краска может высохнуть. Тогда нужно уже выбрасывать. А масляные краски не дольше хранятся, потому что такое, что сохнет краска очень долго получается, и поэтому бывает, если крышки нету, верхний слой может высохнуть, да, а внутри краска может хорошая, поэтому тоже нужно тоже хорошо закрывать. Здесь немножко осветляю. У вас уже здесь, ребята, идет такой оранжевый, да? Оранжевый делаете как? В красный цвет добавляете желтый. Тоже смотрите, то в сторону красного, то в сторону желтого. Либо можете сену желтую использовать. Или можете использовать такую краску, как... можете вумпру желтую добавить, да? Немножко желтистые тоже. Или английская красная. Тоже хороший цвет. Вообще мастихин, насчет мастихина немножко хочу рассказать. Если вы пишете мастихином, то у вас очень много, потратите очень много красок, нежели вот кистью использовать. Да? То есть получается, есть такая паста, именно фактурная паста, именно для акриловых красок. Да? Вот именно это
используя акриловые краски, пасту, можно сделать очень классные объемные картины. Вот, тогда вы сэкономите ваши краски. На следующем уроке у нас мы планируем именно использовать такую фактурную пасту. Либо есть фактурная паста, есть другая. Ну, паст очень много, они отличаются. Фактурная рельефная паста, она будет такая, как штукатурка, да? А есть еще паста, как пластик. Вот, тоже отличается. И сегодня мы немножко ознакомимся с мастихином, именно в масляной акриловой живописи, да? Но нужно понимать, что мастихин очень много красок тратит. То есть, чтобы и будете использовать такие мастихины без пасты, то у вас, конечно, очень много красок потратите. Поэтому мы будем, конечно, можно было полностью мастихином рисовать, писать картину, но на следующем уроке мы будем только мастихином работать, без кистей. А сегодня у нас как бы смешанная техника и ознакомление с мастихином. Вот. Но с мастихином мы будем в конце использовать. Потому что в конце у нас, в общем, масло любит, конечно, плотно, хорошо писать картины, но можно использовать тоненький слой в начале, нажимная этапе подмалевка, и потом можно уже густо брать, уже какие-то окончательные мазочки делать, вот, или детализировать. Но сейчас у нас как бы работа быстренько избавиться от холста белого. Такие крупные мазочки у нас сегодня сейчас. И в интерьерной картине, ребята, не обязательно вот, прям не надо копию делать этой картины, да, сильно фотографично не нужно делать. Вот, у нас как бы вблизи, вблизи мазня должна быть, а издалека у нас должна картина собраться, да. То есть вы именно плоскостями рисуете. Вот, допустим, лоб у вас, да, здесь лоб немножко вот так, можете плоскость показать именно по форме, да. Можно такие угловатые сделать. Да, и, кстати, ребята, не обязательно лошадь именно белого или там коричневого цвета делать. Можно даже немножко где-то розовинку добавить, потому что если мы белую лошадь рисуем, и туда солнечный свет падает, где-то немножко розовит. Или можете вообще сами придумать лошадь такого цвета необычного, да? Будет очень интересно. Приветствуется ваши фантазии. Вот, добавляйте своим ног. Я немножко добавила желтый цвет в серый. У меня немножко серый, немножко зеленит, да? Вот. Немножко уже начинаю светлеть. Где-то немножко светлые такие желтоватые оттенки добавила. Вот. Немножко такой фиолетоватый цвет с красненькой. Даже немножко коричневизны добавила. Смешав такой цвет, я немножко затемняю под глазами. Тоже где-то немножко коричневый использую. И здесь мне очень понравилось в другой картинке волосы, да?
Вот и очень интересный волос. Хочется сделать именно вот так. Видите, разного цвета. Белый цвет виден. Или это сзади лошадь белая, да? Да, грива другой лошади видно. Но можно сфантазировать и добавить еще другой цвет. Я так думаю, очень густо, очень классно будет. У вас тоже здесь коричневый, с темного начинаете, и начинаете немножко оранжевые, такие сине-желтые цвета добавлять. Тоже мазочки по форме волос идет, то есть отсюда начинаете и вверх. Или касаясь, кончики прорисовываем. Ультрамарин заканчивается. Так. Тоже все время смотрим, где-то не хватает объема, да? Мы опять как бы у нас плоская все-таки картина, да? Нужно где-то еще больше цвета, светлых оттенков и немножко темного добавить. Если мы добавим больше теней, тогда тональности цвета, полутонов, цветов, ну, светлых оттенков, у нас, конечно, будет появляться объем. Я взяла ультрамарин, не знаю, как делать. Да, нужно поскорее. Покрасить наш хвост, потому что все-таки очень мешает глазу, да? Вот. Теперь закрасим. Так, быстренько мазочки набросали. И здесь набросаем. Немножко у нас. И местами начинаем опять же затемнять. Я здесь взяла черный с умброй. Ребята, все успеваете? Нужно обязательно отойти от картины, смотреть издалека. У вас очень темно уже, Иван. И тут освещение другого.
Очень темно. Извините, пожалуйста, у меня звук был отключен. Все слышно. Слышно, так как я рассказывала, было слышно? Было слышно. Да, все слышно. Так испугалась, у меня тут черточка стоит, как будто микрофон отключен, испугалась. Ребята, все успеваете подмалевок заканчивать? Ну, стараемся. Молодцы. Пока ничего в волоски, ничего не рисуем. Грубые мазочки. Это у нас подмалевок. Так, здесь у нас вот теперь я немножко беру такие цвета, как белила, либо розовый, немножко добавила и начинаю просто слегка касаться. И мне легко получаются такие легкие волоски. Или касаюсь, вот так держу кисть и вот так провожу тоненьким линиям. Но каждый раз касаюсь черного цвета, у меня кисть начинает краснеть. Тогда я снова беру чистую краску и дальше продолжаю немножко осветлять наши волосы. Вот таким способом. Видите, когда у вас краска заканчивается, то у вас краска почти не ложится. Вначале я немножко дальний фон сделала. Сперва прокрасила фон не в черный, а темно-серый цвет. И затем уже вот эти темно-серыми далее немножко начала волоски прорисовывать. Но так как у нас не должны быть такие сильные переходы, чтобы так легко уходила в этот фон, растворялись волосы, я начала немножко серым легко проходиться. И получилось так, что или видны дальние волосы, а потом мы будем еще и вблизи прорисовывать наши волосы. Вы можете тоже сфантазировать, не обязательно так прорисовывать, дописать. Это ушко надо дописать. Ушки у нас немножко темные, даже не видно. Вот. Так. И немножко где-то я открываю другую страницу, немножко отсюда беру. И хочется, чтобы волосы в ту сторону смотрели. Вверх можно сфантазировать, потому что у нас это интерьерная картина. Лошадь считается очень, получается, лошадь древнее мамонтов. Говорят, что мамонты позднее появились лошадей. То есть наши якутские лошади, они считаются очень древними животными. Даже очень давно нашли скелет
очень хорошо сохранившийся, ну, и ДНК, говорят, всё, там много чего сохранилось, даже кожа, шерсть и вот такие вот детали, да. И узнали, что лошадь очень, то есть находка очень древняя. И доказали, что, получается, лошади научились сами добывать минус 60 градусов. Эти лошади живут в холоде, им не нужно теплое помещение, и они там месяц, по-моему, или 2 раза в месяц, ну, я точно не знаю, но приходят то есть люди кормят лошадей месяц, по-моему, 2 раза. Либо в неделю, по-моему, 2 раза, или 2 недели 1 раз, я уже забыла, да. Но лошади, большую половину, они сами добывают пищу. И в табуне, ну, в табуне есть 100 лошадей, там один вожак, он, либо, если нет вожака, если вожак умер, то мать становится главной, говорят. И она ведет свое свой табун в то место, куда водил вожак, да. То есть лошадь повторяет все действия снова, оказывается, как цикл. То есть они туда ходят, где им очень нравится, где они много кушают, да. Допустим, много лошадей заметили в городе у нас, да, потому что, получается, не сам табунщик виноват, ну, человек, да, который, ну, лошади, конечно, это его были, но они ходят в город в мусорке купаться, да. Почему так? Потому что главный вожак 1 раз привел в город семейство свое, да, и они начали, им так стало интересно добывать. Поэтому они идут по местам, где они кушают. То есть они могут где-то немножко в поле, там, не знаю, в лесу покушать, травы достать, да, из-под снега. А им, наверное, легче в мусорке. Ну, конечно, это очень печально. Вот, потому что у нас все-таки это очень такие хорошие наши любимые животные, и они в мусорке питаются. Это очень плохо, конечно, но по идее, если только поменять семейство главу, да, тогда только, ну, не факт, что это повторно они туда будут ходить. Поэтому я где-то читала, что если там вожак другой будет, он будет в другое место водить свою семью, именно добывать еду. Поэтому это очень больная тема для торга. Поэтому лошади, они сами решают, куда ходить кушать. Поэтому, конечно, лошадь в городе это очень опасно. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Но большинство лошадей там семейство не ходит именно не в город. По-моему, у нас очень мало лошадей ходит именно в город, и одни и те же лошади туда ходят, потому что они научились именно так кушать. Но они тоже в лесу тоже кушают. Но хочется, наверное, соли очень любят лошади, да? Они любят хлеб кушать очень. Ну, конечно, это для животного не очень полезно. Но у них, то есть не хватает солей, минералов. Поэтому, конечно, зимой очень сложно им добывать пищу. Мне кажется, вот то, что подкармливают, этого, конечно, недостаточно. И лошади тоже. Зимой шерсть прорастает у лошадей, и именно якутские лошади. И, получается, они не мерзнут. Летом шерсть покороче становится.
Раньше я очень много лошадей писала, именно картин, портрет лошадей. Для начинающих, конечно, немножко сложно будет. Сейчас я покажу, как у меня получился подмалевок. Немножко я опять же где-то темню, потому что не хватает тональности, чтобы лошадь плоской не была. Я начинаю еще затемнять. Ребята, если возникают вопросы, пожалуйста, обязательно спрашивайте, не стесняемся. Если какой-то цвет не получается, спрашивайте, пожалуйста. Немножко я тут затемнять начну вот с этой стороны. Все-таки не хватает темноты. Вот. Вот, смотрите. Немножко я поближе сделаю картину. Вот так, ребята, видно? Вот такие грубые мазочки. Можете посмотреть поближе. Да, видно. Вот. Так, затем, ребята, если у вас палитра сильно загрязнена вот так, то можете протереть тряпочкой, убрать лишнюю краску. Если мест нету, или можете новой пленкой натянуть. У меня здесь пленка обычная, пищевая. И сейчас мы будем осветлять нашу лошадь, делать объемнее, поярче, чтобы сильно серый свет не уходил. Кисти, ребята, сейчас вам нужно их почистить, потому что светлые цвета очень тяжело будут ложиться. Так. Либо можете взять новую кисть. Кто хочет мастихином, можете начать именно мастихином, да? Так. Какие краски нам сейчас понадобятся? Берите, пожалуйста, красный цвет, желтый и много белил. Если у вас именно, как у меня, серо-белая лошадь. Если у вас, конечно, коричневого цвета, то, ребята, здесь у вас тоже будет желтый, красный, белый. Если посмотрите, здесь много солнечного оттенка, поэтому те же цвета, ребята. Я взяла очень много белил, надавила. Здесь надо нам кисть чистую обязательно. Ага. Так. Немножко уже кисть поменьше размером. У вас может быть кисть либо мастихин.
Но можем, попробуем и этой кистью, и мастихином попробуем. Ребята, если у вас масло тоже грязного оттенка, старайтесь чистое масло взять. Смотрите, я беру белила. Эти белила я добавляю розовый. А у вас может быть красный. Тогда в красный добавляете желтый и добавляете белила. Таким образом мы делаем солнечный цвет. Да, у нас получается белила очень густые, поэтому нужно добавить масло, еще добавить, разбавить, да? Такая кашица у меня получилась. Вот, смешала. Здесь у меня желтый, неаполитанский розовый и белила титановый. У вас нету неаполитанского розового, вы используете красный, желтый и белила. Немножко, ребята, густо берем краску и начинаем осветлять. Так, здесь у нас получается, берем кисть, вот так держим, ближе к нашему холсту, да. Здесь немножко добавляем вот эти белила желтым с розовенькой. Вот такие мазочки. Каждый раз, касаясь, у нас кисть грязнится. Грязь вытирайте тряпочкой. Или в тряпочку вытирайте. Так, здесь у нас вот такие можно чуть-чуть мазочки сделать, да? А также берем мастихин. Также взяли краску густо. Вот смотрите. Можно, конечно, очень густо взять, а можно чуть слегка густо взять, да? Здесь вот так вот можно. Немножко сильно густо взяла, я убрала немножко. И вот так вот. Если сильно надавить, смотрите, тогда краска старая появляется, то, что под ней было, да? Нам этого не надо. Так. Конечно, мастихином писать картины очень легко. Здесь тоже. Видите, мастихином. Уже начинаю густо прорисовывать. Прописывать, да? Здесь немножко густо положила. Опять же, это именно свет идет, да? Грязь, ребята, убираем. Когда вы касаетесь холста, кисть у вас и мастихин начинает тоже грязнеться, да? Здесь тоже вот так. Видите, очень легко. То есть мастихином проще работать. Только надо вот именно держать по-разному мастихин. Смотрите, можете сплошня вот так держать, а можете немножко ребром. Немножко прижали и ребром вниз идете. Вот так вот. А именно вот такой светлый, ребята, ложим именно светлую краску, где у нас именно осветленная часть. То есть это где свет падает. Это у нас солнечный свет называется. Вот. Если сильно придавить, смотрите, можно даже вот так придавить сильно. Тоже смотрите, пробуйте.
а можно просто и краску выскребывать, да? Также уже начинаете где-то из темной краску убрали случайно, да, и не хватает этой темноты, тогда начинаем уже ложить еще раз темноту. Вначале вы попробовали, посмотрели, да, и сейчас уже вам легче будет. Попробуйте даже пройтись по темноте. Именно рука начинает двигаться вот, в разные стороны. Делаете разные мазочки, да? Вот. Вот такие мазочки, ребята. Опять же, не хватает темноты, смело ложите эту темноту. Сейчас я эти мазочки вам поблизости покажу, как эти мазочки все-таки выглядят. Так, кажется, у меня... Так, возьму. Видите, поблизости вот такие совсем грубые мазочки. Вот, смотрите, такие мазочки. Заметили, как вот здесь сверху это кисть, а вот здесь уже идет мастихин. Это мазочки мастихина, а это густые мазочки. Мастихином писать картины вообще очень хорошо, именно когда у вас картина не высохла. То есть начинает мастихин по холсту скользить, и очень легко начинается писать картины. Вот. Здесь у нас так. Ага. Можно также, не обязательно много серого добавлять, начинаем уже добавлять другие оттенки. Можно, конечно, немножко коричневый где-то добавить, если сильно серовит ваша картина. Не бойтесь темноты, темный цвет ложить, потому что потом осветлять всегда легче. А светлое, ребята, в масляной живописи наоборот по-другому. То есть получается, если вы положите много светлых оттенков, вам очень сложно будет сделать темнее. Поэтому всегда начинайте с самого темного, именно в масляной живописи. И не бойтесь вот темноты, да? Вот. Я вот так оставшуюся краску я выскребываю, серый цвет, да, и начинаю здесь добавлять. Вот, когда я прижимаю краску, я могу краску вводить в разные стороны, потому что масло нам позволяет краску отправлять, допустим, вот. И здесь тоже краски смешиваются, да, а также так, здесь у нас немножко цвет теряется.
Немножко здесь начинаем добавлять светлые оттенки. Тоже немножко я густо беру, чтобы легче было краску положить. Так, волосы. Здесь можно даже чуть-чуть добавить. Здесь можно несколько оттенков ребята добавить. Не обязательно только белый цвет. Можно немножко добавить и розовый, да, и коричневый. Серый, да, все это смешивается с нашим черным фоном и начинается немножко другой цвет. Видите, я густо очень беру и волосы провожу вот такие именно линии, прорисовываю. Тоже на фоне можно немножко вот так держать кисть на стихи. Здесь тоже не хватает воды. Конечно, можно полностью начать с мастихина. Если вы сразу начинаете с мастихина писать картину, тогда нужно все равно сделать, пройтись кистью и немножко намочить холст маслом. Тогда будет проще рисовать, писать картину. Вот где-то можно немножко посветлее сделать. Где-то здесь не хватает секунды, значит, надо добавить. Немножко я так прижимаю. Это еще можно здесь осветлить. Под глазами немножко светленький есть, да? Пожалуйста, розовый, коричневый, ультрамарин, краплак, желтый. Ну, вот опять же те же цвета. Мне еще нужно... Так, немножко нужно добавить еще оранжевый. И голубой можно. Это я немножко взяла. Здесь добавила. Теперь надо немножко опять же отойти и посмотреть, появился ли объем нашей картины. Да, начинает появляться, да?
Давайте немножко сделаем перерыв, ребята. Пять минут сделаем перерыв. Можно еще здесь добавить синего цвета. Если сильно фон где-то чернит, можете немножко сделать посветлее. Но, конечно, мы хотели фон именно такой темный, очень хорошо смотрится в интерьере. Ой, стенет. Уберем. Так, немножко фон. Где-то немножко нету красок, да? Исправляю немножко кистью. Вблизи очень интересные мазочки получились. Если посмотреть. У меня волосы вообще не получаются. Нужно тогда немножко затемнить заново и уже густо брать светлую краску и наносить очень густо. Если не получается мастихином, то можете кистью сделать это. Покажите, пожалуйста, работы. Классно, вау, очень интересно. Но волосы немножко вот не хватает, да, объема нижней части и немножко форму, глаза немножко чуть-чуть сверху находятся. Нужно слегка вот левый глаз чуть ниже сделать и ноздри чуть побольше. Так очень интересно, очень много оттенков, молодец. А внизу сильно вот эта темнота идет. Нужно переходы легкие сделать, где у нас вот плечо немножко сильно темнит. Слегка надо посветлее сделать. Спасибо. Это с какой стороны? Вот С правой стороны. С правой стороны. Нет, Ага. еще немножко, не эта часть, а вот между. Вот немножко налево идите, пожалуйста, немножко. Нет. Вот посерединке, ой, вот эта часть, да, сильно чернит. И, Ага. Хорошо. и нужно шею немножко показать. Вот шея немножко непонятно получилась, да? Спасибо. Молодец. Все-таки вы выбрали картину. Да, фотография очень сложная. Ой, кто-то отправил. Сейчас посмотрю. О, тоже смотрите. Мне работу отправили. Вот, показывает. Тоже сейчас пишут. Очень молодец, очень хорошо. Но Очень здесь красиво, да.
Почти уже закончила, можно сказать. Да? Молодцы. Классная работа тоже. Но немножко вот тут опять же теряется, да, вот эта часть. Если издалека посмотреть, немножко где-то вот шею тут надо посветлее сделать. А тень, ребята, вот смотрите, вот тень немножко слева будет, а вот тут шея будет. Немножко вот этот тень сюда надо подрисовать, посветлее сделать. Классно. Так, я сейчас свою работу отправлю вам, сфотографирую. Ну, пока у нас еще картина. Так, у меня освещение сегодня не очень отсвечивает. Это совсем видно вам. Ой, мальчики. Спасибо, Глина. Обязательно посмотрите, кто не посмотрел мастер-класс на YouTube-канале, и подписывайтесь. Ну, не знаю, Инстаграм можно зайти через VPN, говорят, настроить там VPN для iPhone, для Android. Там именно VPN программа есть уже включенная, то есть в iOS есть, и в Android есть. Можете любой сервис подключиться и тоже подписаться в Добрый Печин и подписаться. Напишите, пожалуйста, YouTube в WhatsApp, Ага. хорошо? Хорошо, Ага. напишем позже. И обязательно видеоурок появится. Вечером попозже сделайте, а то я Ага. здесь опоздала. Ага. Да, и обязательно можете, там как раз получше видно будет. Набросок Не лошади только у лучше. меня получился. Потом посоветуете. Набросок Хорошо. карандашом сделала. Мгм. Отправьте, пожалуйста, ваш набросок, как закончите. Я обязательно напишу. Немножко на 5 минут сделаем перерыв. Спасибо.
Большое спасибо за мастер-класс, Алиф. Очень хорошо, что мы... Спасибо большое. Мы еще не закончили, ребята. А, Да, мы я просто немножко выздоравливаю, поэтому стою. Да, конечно, конечно. Давай, можно... Я тоже подумала, что все уже закончили, поэтому после вот. набросок. Нет, еще не закончили. Ой, Ой, молодцы. как хорошо, как хорошо. Очень интересно. Да, Да, спасибо. да, Мне казалось, что это вообще красота же. да. А у меня вот... Покажите, Ну, ой, как. ты тоже. Нет, вот Еще вот здесь прям- поверните, красота. пожалуйста. Да, Вау. Очень хорошо, интересно. Даже хорошо. синие Да. все шпильки, молодцы. Еще одна работа. Ух Вау. ты, уже, да, уже и с ногами, Ничего и себе. полностью, Молодцы. Мне очень приятно полностью ваша работа. люди, Классная. люди метеориты, метеоры. Ой, Кто коричневого цвета лошадь писала? Еще раз. Вот правильно? Покажите, пожалуйста. Тоже вышли, до этого. А, кто-то вышел. Кто-то вышел уже. Подумали, что закончилось. Я немножко перерыв сделала, может, не все услышали. это вы вместе там сидите, рисуете, да? Как хорошо. Ой, как хорошо. Молодцы. Да. Это в Якутске, да? Да. Да. А вы? Ой, как хорошо. Ну, это мы в деревне. И то спасибо, что есть вот такой, да, добрый Спасибо почин, вам, да, что вы зашли. да, Самым вектор. активным участникам вековые мастер-классов мы традиции. приготовили подарки. Так что да, участвуйте. И в конце месяца у нас мы определим еще конкурс рисунков идет. Можете присылать свои работы, фотографии своих работ. На тему Класс. да, не только вот эти рисунки, которые на мастер-классе. Можно акварелью нарисовать, можно гуашью. Где, куда отправлять рисунок? Фотографии просто присылаете. А фотографии где, вот я Вы в спрашиваю? группе есть, да? Я в группе есть. Туда можно. Да, вот я только начала рисовать же, только вот в этом проекте «Вековые традиции». Ух ты, нам очень приятно, молодцы. Это классно. Творческих Сегодня успехов. не Обязательно успела. пишите в лошадь. Ждем вашу работу. Да, обязательно как-то время найду, Мгм. рисую. Мгм. Вот пропорции я никак не могла найти лошади. Потом Мгм. решила, что это так, наверное, ну, где-то приблизительно так должно быть. А вот- Морда не такая длинная, да? Морда, да. Немножко расскажу опять чуть-чуть про пропорции. Ага. Так, сейчас фотографию открою. Здесь у нас получается морда такая длинная, потому что именно вот эту часть фотографировали вблизи.
Поэтому вот эта А, часть больше, вот эта часть меньше. Еще идет как бы мгм, перспектива и мгм, круглая линза. мгм, Но вот так тоже интересно, потому что на картине же все равно только голова влезет, а еще немножко туловище тоже хорошо мгм. смотрится. Можете любую картинку, именно якутская лошадь или сахата написать, и можете тоже то, что вам нравится, Мгм. сделать. Или можете просто вот такую интерьерную картину. Цвет мы выбрали такой черно-серый, но если эту работу еще проработать, довести до ума, вот эта картина еще лучше будет. Даже А, именно а, в таком состоянии даже очень интересно да, очень смотрится, да? интересно. А как вы это, ну, это, ити тоғын туағдилери. Ага, Ити қаратын қайда қоңыр бүкіті. Я вообще ага. пустила. Фон, Нарисовали. Фон, ага. просто взяла кистью черный цвет. Черный цвет я добавила слегка чуть-чуть белого цвета, Мгм. смешала и начала вот так просто кистью проводить. Очень быстро Ага. избавилась от фона, потому что, ребята, фон нам очень мешает нашим глазам. А потом Вот. это лошадь стали рисовать, да? Поверх черного. Нет, мы сперва поэтапно начали просто от большого голову отмечать, шею, туловище, а потом уже где-то вот тут закруглять начали носик, вот проводить линии, ушки. Мгм. Это все примерно. И когда вначале у нас, конечно, голова непропорционально все было, а потом мы Мгм. уже вот смотрели в ширину, ну, где-то вот высота до ушей, именно от мордочки, да, и тут смотрели, вот сколько все это сравнивали кистью Мгм. или карандашом. Затем, конечно, вот все это, ну, нашли шею, там уши, все это пропорции нашли и начали уже затемнять наш фон. А потом Мгм. кистью мы продолжили прорабатывать вот теневые. То есть в масляной картине нужно начинать с темного, да. Ну, конечно, Мгм. правила можно нарушить, но для начинающих художников лучше с темного начинать, быстро избавиться от фона. И здесь мы теневые сделали. Вот глаза затемнили, ноздри, вот эта часть, да, вот подбородок отметили, Мгм. шею, вот это затемнили. За счет этого у нас немножко появляется объем, да. Но Мгм. потом мы уже как бы полутона начали. Тон – это у нас тени, ребята, а полутон – это у нас полутень, да? То есть получается от темного к светлому, да? То есть промежуточный цвет. Промежуточный цвет в этой картине у нас серый получился. Но серый у нас не чисто серый, мы туда и добавляем и краплак, и ультрамарин. Ультрамарин – это у нас синий, а краплак – это у нас бордовый и красный. У кого нету бордового красного, можете добавить в умбруженную красный цвет. Да? Но можно тоже немножко посмотреть цвета, смешав. У нас не чисто серый цвет, ребята, просто на видео очень плохо показывает, Мгм. что Мгм. сильно серовит, да. Ну, конечно, много серого использовано, но я еще хотела немножко где-то и голубой добавить, и немножко вот. Мгм. И немножко тут желтый есть, вот на шее желтит, зеленит, за счет Мгм. желтого немножко зеленые оттенки получились, и немножко сиреневые, здесь немножко бордовые. Ну, конечно, это тут еще мало цветов очень. Все это мы делали кистью, а потом уже брали мастихин. Мастихин мы, когда уже нанесли краски, у нас холст и наша картина уже мокрая, именно масло там есть, да. Очень хорошо скользит наш мастихин по холсту, ребята. Мы берем густо краску, сделали солнечный свет. Солнечный свет – это не белила. Здесь желтый, красный, либо розовый с белилами. И начали слегка вначале пробовать, а потом уже рука начала вот скользить по холсту. Где-то, конечно, случайно неправильные мазочки сделали. Опять же, серый взяли мастихином и начали вот так проводить. Если вблизи посмотреть, ребята, конечно, мазочки у картины очень вот такие грубые, да, если посмотреть вблизи.
Но такие вблизи даже очень классно смотреть на такие грубые мазочки. Мгм. Потом эти мазочки собираются издалека в полноценную картину. Идея именно такая была. То есть, ой, то есть вот Да, так вот красиво. грубый Очень подмалевок. хорошо И получилось. спасибо большое. Обязательно участвуйте в конкурсах, но мы сейчас не заканчиваем. Кто А хочет, Ага. можно Пропустить, у нас трансляция идет, поэтому можно прокрутить в YouTube, перейти и начало посмотреть. Прямо сейчас даже можете это сделать. Все заново посмотреть, кто опоздал. Ага. Да, можете сейчас на YouTube зайти и посмотреть, говорят. Пожалуйста, ссылку в группу отправьте или уже отправили. Нету. Нету. Прямой эфир, говорят. Это означает... На канале канал «Ресурсный центр АКФА» называется. Прям наберите «Ресурсный центр АКФА». И там идет Ресурсный центр. центр АКФА или просто АКФА. Ресурсный центр Аква. Ресурсный центр. АКФА. Тухтем Бухари. Коинститутинги. А то говорит ресурсный центр Аква. В Это поиске... аква. Это вода, что ли? Ну. Наверное, Акваден. Мгм. Вот, и в поисковике найдите, пожалуйста, и там будет прямой Не эфир. АКФА, Я нашла. Аква. Это Федя Фыта. аудиторов. Ага. Ассоциация О, консультантов. я уже нашла, да, вы там есть. Уже идете. Как хорошо, спасибо. Так, Мгм. вот, в поисковике найдите, пожалуйста, и там будет прямой эфир. Я нашла. А как подписаться? Я уже нашла, да, вы там есть. Да, можете подписаться. Прямо А где нажимайте здесь? на кнопочку подписаться. Да, только там в YouTube выключите звук, чтобы оно не повторялось весь звук. Мгм. Да, я уже все выключаю, все вышло. Если вы хотите сделать волоски, вот нижний на подбородке, да, здесь, можно, конечно, тоже попытаться густо взять краску и здесь или касаясь вот такие мазочки сделать, но не сплошня, местами, да. Когда густо берете, у вас краска, видите, немножко толстые волоски получаются. Можно еще светлые сделать, немножко белила взять и боком, да, вот такие волоски прорисовывать. Тогда уже немножко тоньше будет. Но за счет того, что у нас густая краска, появляется объем. Вот так вот. Здесь тоже немножко осветляю. Кто думает, что, допустим, бывает, что на подмалевке, на этапе подмалевка ваша картина вам очень нравится, тогда нужно останавливаться, ребята.
Потому что любую картину можно испортить. Ну, конечно, если испортили, пишем дольше, да, то есть все время подправляем. Можете, кто хочет, можете оставить работу на таком этапе, если вам это нравится очень. Но мне очень нравится ваша работа, потому что это очень классно, видно мазочки, множество оттенков. Вот. Вот. Мне моя картина немножко, мне не нравится. Хочется немножко побольше оттенков добавить. Ну, то есть нравится, но чего-то не хватает, да? Потом можно проснуться завтра, ну, просыпаемся завтра, смотрим на картину, и тоже смотрим, что-то где-то тоже надо исправить, да? Бывает такое, что не за один день картина пишется, что и на завтрашний день хочется где-то что-то исправить. Такая гордая лошадь у вас получается. Спасибо. Очень приятно. Сижу, смотрю, слушаю, удовольствие получаю. Спасибо вам. Я очень рада, что вам нравится наш мастер-класс. О, конечно, очень нравится. Можете еще посмотреть, ну, если у вас VPN есть, можете VPN на телефоне подключить и подключиться в Инстаграм. У меня У там, вас Инстаграм есть, да? у Там, меня Инстаграм есть, ага. у У меня, меня есть VPN. Ага. да, можете art.lifatis подписаться. Там у А, меня есть, раньше я делала мастер-класс в студии, то есть в своей студии, мастерской, да, и там получается очень много работ, которые вас тоже будут вдохновлять. Можете посмотреть, как начинающие художники пишут картины с нуля, где-то за 3-4 часа, бывает и за 2 часа дети пишут, подростки, да, но взрослые обычно выбирают сложные картины и пишут 3 часа. Ну, бывало, что и на 2 сеанса писали картины сложные, большие, индивидуально. Посмотрите обязательно работы. И можете тоже на мою личную страницу подписаться, Live Artist. Можете это найти. как у вас здесь написано, да? Алиф Атис, да? Да, правильно. Это у Мгм. меня личная страница, а есть еще рабочий Инстаграм. Там очень много моих учеников, ну, они первый раз написали картину, тоже посмотрите, это очень здорово. И там art.lifatis. Мгм. Получается, к нам ездили из разных городов, вузов, и девочка с Саратова тоже ее раньше, ну, все с самого. Давайте я немножко расскажу тот момент, как я начала мастер-классы. Получается, ко мне девочка приехала домой, тогда еще это давно было, тогда еще я мастер-классы не проводила. Вот, и она, у нее бабушка, дедушка здесь живут, поэтому она сюда приезжала, и еще ко мне на мастер-класс приехала и попросила ее натюрморт. Будьте здоровы! Ой, спасибо. Натюрморт нарисовать именно на якутскую тему. Чаровны, я там мы рисовали. Вот, именно пропорции учили. Мне очень понравилось, и мне очень захотелось учить. Вот, не знаю, очень вдохновил именно обучать кого-то. Вот, и попробовала. И второй мастер-класс, ну, даже первый, самый первый мастер-класс провела дома. Я даже не знала, оказывается, ко мне родственники приехали со стороны отца, по-моему, да, со стороны отца.
Вот так неожиданно и познакомились. Знаете, что, оказывается, мы родственники. Да. Вот такой первый мастер-класс именно дома провела. А уже дальше уже мастерскую открыла. Ребята, если у вас краски заканчиваются, можете мастихином просто пройтись по палитре. Вот, допустим, здесь в палитре очень много красок, ребята, остается. Тогда вы вот так берете мастихином. И здесь очень много красок остается, видите? Можете для подмалевка использовать, даже для следующей картины. Ну, конечно, вот эта краска все равно через 2 дня масса испарится, уже невозможно будет, да? Поэтому вот именно можно использовать как для подмалевка, да? То есть либо просто избавиться от белого холста, можно следующую картину просто замазать серым цветом. И оставшуюся краску, ребята, можете еще открыть тюбик. И в тюбик, вот видите, краска вылезает. Когда постукиваете, краска обратно внутрь падает. Вот так, внутрь падает. Поэтому любую краску можно обратно положить. Мастихином. И таким образом, ребята, мы используем не только мастихин в нашей картине, но мы еще используем кисточки обязательно, потому что одного мастихина недостаточно. Потому что надо еще научиться мастихином пользоваться, да? Ну, конечно, мастихином проще картину писать. Пробуйте и мастихином, и кистью. У вас олив арт как будет? Много, оказывается, олив арт. Да, у меня art.alifatis. Хорошо. Там у меня именно ученики. А еще на личной странице тоже есть Подписалась свои я на личную работы. страницу. Спасибо. Вот, посмотрите работу учеников. Получается, большинство они с нуля рисовали. Вот, индивидуально и в группе. Немножко я зеленый цвет взяла. Хочется немножко разбавить картину. Я уже начинаю кистью прорисовывать. Не хватает таких оттенков, как синий. И глаза нужно обязательно кистью нарисовать. Иван, черной краски нету. Кистью тоже вот немножко округляем сверху. Тут еще веки есть, да? Веки надо тоже аккуратно прорисовать. И глаза у нас это душа, да? То есть мы должны глаза так хорошо нарисовать, чтобы картина ожила, да? Сейчас картина еще как бы не живая. Надо нарисовать тонкой кистью блеск в глазах, обязательно блик. Блик можете белой краской сделать. И тоненькая линия, немножко вот именно где глаз есть, да? Вот глаз немножко, видите?
обвести и немножко реснички белыми прорисовать. Берете черную краску. Я взяла немножко тоньше кисть. Начинаю черной краской. Так. Глаза выразительнее делать. Потому что если в конце, если мы глазами нарисуем, картина будет не живая. То есть наша лошадь не живая. Когда мы глаза прорисовываем, да, у нас сперва подложка серая, темно-серая. А сейчас я черную взяла. Мне уже легче прорисовывать. Вот. Немножко затемняем так. Можно сделать серые глаза, можно сделать голубые глаза, или можно коричневые, желтые. Оказывается, голубоглазые лошади тоже есть. Так, здесь немножко так. А водку тоже чуть-чуть увеличиваю. Немножко можно добавить краснинку сверху. Видите, отражается не только небо, да, идет рефлексия, отражение немножко от ближних деревьев, может, да. Поэтому нужно обязательно и немножко отражение сделать. Да, уже глаза изменили картину полностью. Спасибо. Можно немножко где-то ресничку с этой стороны прорисовать, да? Но ресничка в черном фоне, черном, конечно, можно, но поверх обязательно белила добавить. Не белила даже, а солнечный цвет. Это у нас белый, желтый и немножко с краснинкой. Вот. Где-то, если что-то надо подправить, подправляем. В этой области немножко убрать. Так. Тоже под лампами, ребята, рисуем. У нас какой-то желтый цвет, хотя я белый старалась брать лампу. Днем, дневное время тоже посмотрите на свои картины. Слишком может желтеть. Тогда нужно немножко подправить, добавить немножко холодных оттенков. А если, наоборот, сильно холодит ваша картина, немножко теплая. То есть и холодное, и теплое должны сочетаться. И фон, ребята, именно не старайтесь одним цветом делать. То есть фон как бы вроде бы и черный, но немножко с каким-то чуть-чуть оттенком, да? Немножко черный, немножко серый, может немножко синевее, или голубее, или краснее. Вот. Но ноздри тоже, ребят, вот такие детали надо немножко детализировать. Глаза я еще не завершила, там у меня остался блик, немножко какой-нибудь, может, голубой добавлю. Очень интересно. Вот здесь тоже немножко работать. Вот эта часть тоже будет темная, ребят.
Вот, теперь, видите, немножко картина оживает, ребята. Вот у нас подмалевок был, а сейчас это называется уточнение. Мы начинаем уточнять. Ушки, ребята, тоже немножко кистью пройдитесь, потому что у нас намек только на ухо, да? Лучше уши нарисовать чуть-чуть, подрисовать. То есть написать, мы не рисуем маслом, мы пишем. Я вот хотела про это рассказать, что рисовать это другое. Мы пишем, да? Немножко тут тоже свет ушам надо дать, потому что одно ухо сливается, да, с фоном. То есть вот это тоже не очень хорошо. Мы не хотим допускать того, чтобы наши уши слились с фоном, да. Поэтому сейчас чуть-чуть, когда к светлым оттенкам вернемся, мы начнем ушки немножко опять осветлять, вот эту часть тоже осветлять. Глаза сделать объемные, потому что сейчас глаза очень плоские. Когда мы немножко голубой свет добавим, или коричневый, и краснинку, и такой блик, тогда у нас уже получится уже округленная форма, да? Потому что наш глаз, он такой выпуклый, круглый, внутри шарообразный, да? Вот это обязательно нужно показать. То есть форму обязательно не забываем показывать, потому что именно если есть форма, вот именно тени тональность делает в форме. Тут тоже где-то не хватает теневых, надо добавить. Тут тоже где-то хочется все-таки убрать мастихин немножко. Но, конечно, я не везде убираю. Хорошие мазочки, ребят, оставляю. А то, что не нравится, мазочки можно смело поменять. Кистью можно мастихин. Вот эта область немножко темная, а у меня, видите, она в плоскость ушла, да? Опять же я начинаю добавлять черный, но здесь много таких холодных оттенков, да? У нас здесь, так как интерьерная картина, мы больше используем именно, как сказать, то есть мы нарушаем правила, но, конечно, немножко добавьте где-то голубые оттенки, сиреневые, да, чтобы картина немножко более реалистичная была. Пока я не добавила синих голубых оттенков, но я еще добавлю. К сожалению, сегодня я использовала не льняное масло, потому что у меня масло. Сейчас я взяла растительное масло. Потому что уже нет такого масла у меня специального. Не забывайте масло, если добавляете обычный коник, то лучше растительное. Но это нехорошо, это не есть хорошо. Может, картина недолго прослужит, да, кто знает. Но бывает, что если заканчивается, то берем обычное растительное. Это кисточка у нас белка была, да, или как? У нас, ребята, кисть, синтетика, не белка, синтетика.
Да, это нейлоновые кисти, синтетика. А Мгм. можно из натуральных только колонок нужен. Из натуральных. А Но колонок бизон это синтетика? нет. Это именно шерсть бизона, Да? наверное. Но я именно такой кистью не пользовалась. Я пользовалась колонком. Колонок получается... Колонок это натуральная кисть, очень дорогая и служит совсем мало. То есть получается кисть колонки, они быстро стираются по холсту, когда проводите, и через 3 картины уже округляется. То есть везде кисть натуральная падает. Вот эти. Поэтому синтетика более дольше используем синтетику, чем колонок. И дешевле намного. Кисти вот эти, такие обычные кисти, я покупала на Алиэкспрессе. Там очень много, 50 штук кистей продаются 300 рублей, ребята. Или я шучу, или за 500 рублей. Но это очень дешево для синтетики. И сейчас я испробовала, вроде качество хорошее даже. Но вот эти кисти, они более дешевые, они более такие, как щетина, но синтетика, более твердая синтетика под щетину. А есть более дорогая кисть, это тоже синтетика, но она мягкая. Конечно, щетиной можно писать картины, и даже нужно, но вообще по себе я щетину не так очень люблю, потому что щета подходит именно для подмалевка, для пастельной живописи, когда нужно очень много красок тратить. Ну, я, допустим, так много, густо тоже пишу, да, но бывает, что больше мы используем именно синтетические кисти, потому что они, хорошо по холсту именно синтетикой пользоваться. А портретные живописи хорошо колонком. Ну, конечно, надо, опять же, синтетика, и колонком можно как бы смягчать переходы, потому что переходы тоже надо научиться смягчать. Бывает, что грубые переходы, и вот именно мы облегчаем себе работу. Так, здесь у нас... Под глазами, ребята, немножко начинаем затемнять. За счет именно затемнения у нас глаз немножко с этой стороны под глазами внутрь идет. И начинаем вот округлять наш глаз. Вот где-то немножко темнее надо сделать. И вот хорошо, когда много используете разных кистей, и понимаете, где-то какие-то мазочки легче прорисовываются. А когда краска густая, ее надо растворять этим маслом, да? Разбавлять маслом можно, да, и плюс разбавителем. Но разбавителем пользоваться летом хорошо, а зимой с закрытыми окнами очень холодно бывает. Поэтому зимой я разбавитель не использую. Но вы можете использовать, потому что у кого аллергия, лучше не советую. Потому что начинаешь задыхаться, да. Лучше беречь себя. Потому что этот white spirit очень вреден для здоровья. Бывает, что пишут, что разбавители без запаха. Ну, такого не бывает. Везде обман. Да.
Бывает, что пенен имеет меньше запаха, но у пенена тоже какие-то свойства кому-то не нравятся, но мне больше пенен нравится из разбавителей. Пенен это более такой запах не такой сильный, но хорошо использовать, конечно, на природе, потому что тоже все равно запах есть. А бывает просто без запаха разбавителей написано, но там скипидар или white spirit, и запах, я скажу, вообще ужасный. Поэтому тоже смотрите, пробуйте. Ну, конечно, с разбавителем писать картины очень хорошо. Это намного процесс упрощает. Каким образом упрощает? Масло быстрее высушивается за счет разбавителя, и краска моментально цепляется с холстом. Особенно темные краски очень быстро высыхают. Бывает, что такой момент, что пишешь, и вроде краска уже, то есть кисть уже не грязная становится, потому что у черной краски кроющий слой очень тонкий. И за счет этого быстро сохнет масло, и краска встает. Некоторые художники пишут картину чисто на разбавителе. Этого делать я не рекомендую, потому что за счет масла у нас картина, наоборот, сочная становится. Когда масло подсыхает, то есть окисляется с воздухом, создается пленка. И за счет того, что свет отражает и попадает в краску, в масло, да, в эти слои, и вот это начинает еще как бы объемнее становиться. То есть именно картина маслом, ребята, эти картины называются объемными, потому что вот отражается цвет, и вот именно пигменты красок, они как бы отражают и становятся более яркими. Поэтому любые другие картины, такие как акрил, они не считаются объемными картинами. Нельзя добиться того объема, который есть именно в масляных красках. Вот, именно акрил плоская живопись считается. Ну, конечно, объемные картины мы пишем акрилом, но если мы напишем одну и ту же картину акрилом и маслом, то можно заметить, что масло будет, цвета более глубокие, да, будет отражаться. А потом, когда у вас картина высохнет полностью, вы картину покроете лаком, и у вас картина еще ярче станет. И этот лак, защитный слой, делает картину ярче. Есть такой лак домарный, его, некоторые, большинство любят эту краску, но, конечно, можно лаки тоже смешивать, если пихтовый лак, еще другие разные, да. Но домарный кто-то считает, что немножко желтит, но я использовала домарный лак, и пока уже мои картины, они не пожелтели, потому что у меня белый снег был, я сверху домарный лак. А можно и с лаком рисовать картину, то есть разбавлять с лаком, с разбавителем, с маслом, и получается, тоже надо уметь это, тоже надо это показывать, потому что не у всех сразу получится, потому что лак и все это разбавители разбавляют краску на самом деле. Поэтому даже когда вы написали, извиняюсь, картину, у вас не прошло больше 6 месяцев или у кого-то больше года, и у вас картина сильно густая, пастозная, то у вас может просто высыпаться краска и испортиться картина. Поэтому нужно обязательно подождать, чтобы картина полностью высохла, потому что послойно высыхает. Первые слои высыхают, а внутри еще мокро. И поэтому нужно обязательно, как говорится, подождать, подсушить картину. А потом уже очень хорошо, когда вы покрываете лаком, у вас уже картина становится еще ярче. И лак защищает вашу картину от
солнечного воздействия, там, от других защищает, как пленка на телефоне получается. Как называется этот лак? Домарный, А, домарный. И этот лак еще, есть минус у лаков, у всех лаков почти. Минус такой, что когда вы купите лак, вы должны посмотреть на срок годности. Если ваш лак в магазине стоит, и вот срок годности, именно нужно на срок годности посмотреть, и должно не больше 6 месяцев пройти. Вроде срок 1 год, но у вас на 8 месяце уже как бы заканчивается, да, срок годности. Такой лак не надо брать. Брать надо лак, который с свежим сроком, вот-вот только с завода. Или хотя бы максимум 6 месяцев прошло с срока создания, да? Потому что после 6 месяцев ваш лак просто не высохнет на картине. Будет липкой очень. И вся пыль там осядет, и все вашу картину испортит. Поэтому обязательно на срок годности смотрим. И если у вас лак мутный, это испорченный лак. Обязательно прозрачный, немножко с каким-то оттенком может быть. Домарный лак немножко желтизной. Вот. Есть пихтовый лак, он, по-моему, прозрачный полностью. Но лаки можно смешивать. Только надо смотреть, не все лаки не смешиваются. Вот. И еще, если вопросы есть, задавайте, ребята. Вот такие. Вот. И еще хотела немножко рассказать про... Ну вот, про краски на прошлом уроке, ребята, я рассказывала про масляные краски, про кроющие, не кроющие слои, да? Поэтому всегда мы используем немножко, как сказать, и кроющие, и не кроющие краски. Да? Это означает, что быстренько можем немножко пройтись опять заново. Это означает прозрачность и непрозрачность, и стойкость краски, ребята. В этом именно дешевых красках, ребята, стойкость красок не очень, наверное, я как считаю. Поэтому старайтесь питерские краски брать. Или можете китайские краски, тоже с Алиэкспресса. Но я не знаю, насколько они хороши. Но говорят, что тоже неплохие краски. Вот. А французские краски очень хорошие. Именно итальянские краски можете тоже использовать и сравнить с питерскими красками. Я заметила, что и густота у других красок, вот, европейских красок, более густая и более яркая, чем, ну не знаю, у питерских красок тоже яркие краски. Если это мастер-класс, можете тоже посмотреть. Ну, вот сонетовские, там, Малевичи, они более такие простые цвета делают. Вот. Но можно, конечно, некоторые краски вообще совершенно можно, по идее, из самых обычных цветов можно, конечно, получить, но это сложно. Именно какие-то очень яркие цвета, но это возможно. Ярко-зеленые, да. Вот. Так, у меня блик сильно яркий получился, да? Если, ребята, блик сильно яркий получается, можете притушить пальцами, чуть-чуть убрать лишнюю краску, либо просто немножко серовизны добавить. Я чуть-чуть пока блик добавлю, такой яркий, смотрим. Блик это у нас солнечный, ну, как сказать, правильно, да? Допустим, у нас рефлексы сидят. Рефлекс – это отражение взаимодействия предметов, ну, света, да?
и даже и ближайших, и дальних, от неба тоже идет рефлекс, от нашей одежды тоже идет рефлекс, от комната тоже какого-то цвета, да. Допустим, если стены синего цвета, то у вас картина немножко и холодный оттенок будет отдавать. Вот. Полутона тоже мы сегодня прошли, это у нас это тени, собственная тень есть, падающая тень есть, ребята. Есть полутона, это означает от тени к свету, да. Свет есть полутон и тень. А еще есть, ребята, блик. Блик это можно белую краску использовать в блике, да, чистую. Но, конечно, не рекомендуется, но можно. Потому что белый цвет, блик мы не можем увидеть. Потому что это такой яркий цвет, глаза режущий, да, поэтому мы можем белую или немножко желтистую добавить. Вот. И где-то нужно реснички прорисовать, ребята. Реснички можно светлым оттенком. Если не так сделаем, можно убрать. Реснички хорошо видны именно на темном фоне, да? Надо реснички немножко посильнее сделать. И реснички длинными сделаем, да? Тоже самое в этой области немножко. Вот, где есть. Вот здесь, вот этих. Вот здесь клеры, кажется, есть. Так. Даже у меня единичка очень, оказывается, толстая кисточка, что очень сложно тонкие линии прорисовывать. Именно за счет этого. Вот. Видите, немножко уже глаз появляется. Еще немножко какой-то свет можно добавить. Ребята, можно немножко подрисовать. Где-то, да, 6. Тоже кистью можно это сделать. У нас получается немножко больше темнее получилось, как мы изначально планировали. Почему больше темнее получилось? Да? Потому что у нас фон черный, да? Это тоже черный фон отдает свой этот такой оттенок. И еще вот эта сторона теневая, да? Немножко где-то лампа светит. Мы показываем. Так, здесь немножко. Где-то можно чуть-чуть коричневизну добавить. Здесь я немножко коричневый добавлю. Бывает, что вот вначале, конечно, сложно, да, найти пропорции. Можете еще вот учат еще так, чтобы быстро научиться руками рисовать. Можете фотографии лошади взять, можете взять просто можете как на солнце в окно поставить фотографию,
Сверху лист бумаги поставить и начать прорисовывать, да, именно найти форму головы лошади или портрета человека. Это очень помогает именно, как бы руки начинают понимать и правильно двигаться. То есть это тоже как бы учит вас. Тоже попробуйте так делать. Это называется, вообще все мы копируем. Да? Вот эту лошадь мы тоже скопировали с этой картинки, да? Но мы его изменили как сами, да? То же самое, когда вы копируете или там прорисовываете, или просто даже поверх делаете, вы учитесь все равно. Надо пробовать по-разному, да? И копировать. То есть в университете, в институте тоже учат художественному копии делать. Когда мы рисуем маленький эскиз карандашом нарисовали, и там линии проводим, вот эти кубики, и на большой холст переводим. То есть, получается, там тоже кубики рисуем, вот эти, и начинаем по кубикам рисовать форму. Конечно, это, я так не делала, вот именно так показывали, так тоже учатся, вот тоже. Но это когда экономия времени называется, да? Некоторые так делают, вот, именно начинающие художники, там, студенты, дипломная работа, там, у них работа огромная, это надо увеличить размер, да? Вот, именно для больших картин так делают, вот. А так детей нужно тоже так учить сперва. И бывают такие книжки, по книжке там калька, если они прорисовывают поверх, да, у них как бы связь появляется. Вот. Поэтому потом уже сможете сами рисовать. Уже даже без линейки, да, можно не мерить, да, вот это длина, высота. Можно просто на глаз рисовать. Но если, конечно, это как чей-то портрет, надо обязательно очень схожесть надо, да, тогда уже надо мерить высоту, там, ширину, расстояние глаз, все это мерим обязательно. И тоже губы, и нос, и глаза, у всех, у кого-то больше нос, у кого-то меньше, все это надо тоже учитывать. А именно анималистика — это очень легкая тема. Когда вы рисуете лошадь или собаку или кошку, вам очень легко, потому что лошадь, как бы, соответственно, для нас они почти очень все они похожи, да, вот, и просто можно очень легко найти эти пропорции. Но, конечно, тоже учитывая того, что где-то большие объемы, это у нас щека, да, и вот этот тоже большой считается, но не такой большой. Но вот это надо закруглять и соединять шею, да, вот эти формы большие, объемы. И это находится на самом деле легко. Ну, по идее, конечно, если академический рисунок, то это надо учить очень долго. Именно там правильно есть. А можно просто без правил рисовать. Так, здесь мы так, хотели все вместе. Видите, ушки немножко я обвела. Тоже в ушах нужно показать шерсть. Как прорисовываем. И наша здесь, с этой стороны, мы добавим больше светла, чтобы уши появились. Вот, как-то так будет. Обязательно ставьте, ребята, вашу подпись. Можете подпись, либо свой Инстаграм ставить. Ну,
Сейчас модно, кто-то свой Инстаграм ставит, кто-то подпись ставит. Обязательно это ваша работа. Обязательно нужно подписывать. Можете в этом, ну, с этой стороны, можно с этой стороны. Вообще, по идее, нету такого, что где-то обязательно какие-то ограничения, можно где угодно подпись ставить. Но желательно ставить на видном месте, да. Я люблю, вот где-то примерно здесь ставить или здесь. Вот, обязательно подписывайте свои работы. И не забывайте, ребята, отправить в группу, либо в директ в Инстаграм. Ждем ваши работы. И обязательно подписывайте фамилию, имя, отчество, если хотите, да, то и участвуйте в конкурсе, выставке обязательно. И работы ваши электронные принимаются, распечатываются. Вот. Здесь немножко тоже чуть-чуть осветляю. Слегка. Можно даже так оставить, да? Где-то волосы немножко. Вот я густо беру кисть, да? Ой, краску беру густо и просто вот так наношу. Каждый раз я заново беру краску. Можете, конечно, какие-то другие оттенки добавить. Вот немножко я где-то розовый добавлю. Конечно, все в один цвет тоже не стоит, ребята. Где-то немножко надо синий добавить. А можно оставить как есть. Еще есть специальные кисти, ребята, которые рисуют траву и волосы. Они вот такие острые. И очень много вот таких острых кончиков и в одной кисти. Именно такие кисти, если увидите, купите. Траву и волосы очень помогают рисовать. Ну, то есть писать. А как называются вот эти кисточки, которые могут рисовать траву? Их не знаю, как называют, но я не помню, даже названия там не было. Но такие кисточки, они плоские. Они плоские. И вот тут зигзаговские. Вот такие. Тык-тык-тык-тык-тык. Как, ну, как сказать. Да, или, знаете, как можете? Взять кисть плоскую и просто здесь вот такие зигзаговские формы сделать самому. И очень легко вот так. Не сильно, слегка, не давите, ребята. Тоненько ложите вот так. Тогда у вас очень классные легкие волосы получатся. Ну, сперва волосы, конечно, надо обычной кистью рисовать, а потом уже под конец вот такие тонкие линии делать. Очень хорошо именно такой кистью делать блеск волос. Вот. Так. И вот так подпись ставлю. Тоже, ребята, ставьте свою подпись. Ребята, наверное, у вас очень поздно, поэтому
заканчивайте, потому что уже поздно, очень вечер, 8 часов уже. И можете на ютубе досмотреть, кто сидит в офисе. Алиев, большое спасибо. Вам большое спасибо, ребята. Художникам. Мастихина впервые пользовалась. Я очень рада, что вам очень урок понравился. Немножко, Ага. можно расскажу про... Сейчас я принесу. Ага. Ой, слегка, быстренько схожу. Ага. Спасибо, дорогая. Я тоже занесу. Ты на машине? Ну отлично. Пока. Сейчас, Вот, ребята, в следующем уроке готовьте акрил. И кто дома, удаленно акрил, покупайте пасты такие. Ой, колеры дешевые, в строительном рынке продается. Пару цветов возьмите основные. Красный, желтый, там синий, черный, белый. Нет, белый не надо. Вот. Вот такие рельефные пасты продаются. Вообще, по идее, штукатурка тоже пойдет. Но, не знаю, вредно, наверное, смешивать с водой, там, не знаю. Но некоторые пользуются штукатуркой тоже. Если совсем нет, бывает, что таких паст вообще не бывает даже в городе Якутске, да? Но раньше продавались, но я еще поищу. Хочется очень на следующем уроке сделать картину объемную, именно используя мастихин. Вот именно такие картины очень интересно получаются. Вот. Здесь очень густая паста, ребята. Вот такая вот белая паста. И очень хорошо с акриловыми красками или колерами смешивается. И сделаем на следующем уроке без кисточек объемную картину. Вот. Можно, не знаю, тему обязательно заранее запишем. Вот. И, наверное, на таком этапе я оставлю картину, потому что уже поздно, да? Ну, можно так и оставить. Я фотографию обязательно в группу отправлю. Большое спасибо, что зашли. И обязательно в следующем уроке я вас обязательно жду. Вот. И картон. Обязательно картон должен быть. Либо картон грунтованный, либо толстый картон. Потому что паста грубая, она подсыхает и как камень становится. Даже когда роняют эту картину, она не разбивается. Даже люди пробовали на картине стоять. Это просто опыт был. Вот. И спасибо. Вот, картина вблизи так выглядит. Красиво. Вау. Особенно глаза, да? Правда. Вот. Это вот такая интересная картина у нас, ребята. С помощью ваших мастер-классов мы тоже станем мастерами когда-нибудь. Да, я очень рада, я люблю делиться секретами, своим опытом, потому что каждый человек может, даже каждый человек должен получить релакс и знать эти секреты, техники и облегчить себе задачу, потому что в интернете, на ютубе тоже есть другие уроки, но вот кто-то не хочет вообще делиться, да? Ну, Да, кто-то делится. спасибо за релакс. Релакс у вас очень хороший. Спасибо. Но бывает, ребята, еще ученики свои секреты говорят. Так что даже если у вас что-то получилось, то вы можете поделиться, что вот каждый человек может создать свою технику живописи. Возможно, да, у нас появятся тоже такие
Чем больше будет участников, тем больше Да, секретами делиться. Мгм. да, ребята, и обязательно на ютубе ставьте лайки и зовите друзей, родственников, и будем очень рады. Хорошо. И еще Будем и в надеяться. конкурсе подарки будут обязательно. Обязательно, Вот. да, подарки у нас будут краски, ну еще и денежные подарки будут. Сюрпризы будут, да. Так Да, что, участвуйте, пожалуйста, ребята. да, участвуйте. И на конкурсе селфи, кстати, мы приготовили индивидуальные подарки, которые Ты классный. купить невозможно. То есть, так что для всех, кто прислал фотографии, будут подарки. Мы уже заказали их. Круто, молодцы. Как хорошо. Так что, если вы прислали подарки, то, пожалуйста, сообщите координатору ваши данные, куда прислать их. Хорошо? Если прислали фотографии. С координатором свяжитесь. Алиф, Мгм. Да, это я смешала белую с черным, и у меня вроде бы сероватое получилось, но оказывается черное все равно. тогда еще добавляйте белый Тогда еще цвет. больше, да? Больше, Да. побольше белый. Ну хорошо, Если спасибо. серый хочется делать, тогда по чуть-чуть добавляйте черного. И еще, ребята, серый цвет бывает разных оттенков. Можете серый и красный добавить отдельно, посмотреть, какого цвета будет серый с черным и с красным, ну или синий с красным. Вот, и туда добавляете коричневый, умбуржонный, да, это коричневый цвет, или либо другой коричневый, получаете какой-то другой серый, теплый, да. Серых и холодных, и теплых оттенков несколько, ребята. Поэтому и даже когда вы пишете картину, у вас не только в палитре смешиваются краски и в кисточке, и на холсте. Мгм. Поэтому творческих успехов, ребята, больше пишите, и с нами тоже пишите, отправляйте ваши работы. Вы можете отправить не только на мастер-классе свои работы, вы можете сами придумать на тему ламхо, еще другие работы свои тоже ждем. И всем пока, всем спасибо большое. Пока-пока. 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 До свидания. Мгм.